Здравствуйте, меня зовут Григорьев Саша. Меня Сидоров Антон. Мы учащиеся 8 класса Тулугинской средней общеобразовательной школы имени Пантелеймона Иннокентьевича Кочнева. Тема нашей работы — изучение влияния дефицита йода на внимательность среди учащихся 5-7 классов школ города Якутска. Актуальность. При дефиците йода ребенок быстро устает, ухудшается память и внимание, что влияет на усвоение учебного материала. Изучение дефицита йода у учащихся позволит выявить группу риска, позволит помочь им с рекомендациями и будет способствовать повышению успеваемости обучения. Цель работы – исследовать влияние дефицита йода на скорость переключения внимания. В связи с этими поставлены следующие задачи. Первое. Изучить литературные сведения о влиянии йододефицита на организм подростков. Второе. Изучить, как влияет дефицит йода на внимательность учащихся 5-7 классов. В начале работы была выдвинута гипотеза: дефицит влияет на общее состояние организма человека, поэтому он влияет на успеваемость учащихся. Использование йодированной соли в пищевой школе питания поможет восполнить недостаток йода. Практическая значимость исследования. Данная работа позволит нам понять, насколько распространен дефицит йода среди учащихся 5-7 классов школ города Якутска. По результатам работы будут разработаны рекомендации для питания школьников в условиях дефицита йода. Вначале мы провели анкетирование, из которого узнали, что подавляющее большинство респондентов в возрасте 11 лет 43% и 12 лет 38%. 72% учащихся не употребляют йодированные продукты, а 85% знает о необходимости йода в организме. Для своей работы мы обратились к учащимся школ города Якутска, у которых диагностирован гипотиреоз. Всего в исследовании приняли участие 46 детей с гипотиреозом и 46 детей здоровых детей контрольной группы. Для подтверждения нашей гипотезы мы провели тест с таблицей Шульте. Для исследования внимания в контрольной группе нарушение внимания отсутствует у 55%, 36% испытывают легкие расстройства внимания, 9% имеют умеренные расстройства внимания. В группе диагнозом гипотиреоз нарушение внимания отсутствует у 18%, легкие расстройства внимания обнаружено 46% и умеренное расстройство внимания 36%. Тест рисования часов показал, что в группе наличием заболеваний 36% имеет легкие когнитивные расстройства, 23% имеет умеренные когнитивные расстройства и 40% показали нормальные результаты. В контрольной группе 15% имеет легкие когнитивные расстройства, 22% имеет умеренные когнитивные расстройства и 63% показали нормальные результаты. Результаты нашего исследования по таблицам Шульте и тесту рисования часов подтверждаются результатом, опубликованным в журнале «Медицинские науки», 2017 год, Малев. Также мы сравнили исполняемость двух групп по результатам первого полугодия. В контрольной группе качество исполняемости составляет намного больше 55%. На 3 учатся 45%. В группе с гипотиреозом качество исполняемости ниже, чем у контрольной группы, составляет 27%. На 3 учатся 73%. Таким образом, в группе учащихся с диагнозом гипотиреоз наблюдается расстройство внимания и снижение исполняемости по сравнению с контрольной группой, что подтверждает нашу гипотезу. Дефицит снижает внимание и исполняемость учащихся. Проведение исследования позволяет сделать следующие выводы. Среди исследований группы учащихся с гипотиреозом значительная часть имеет когнитивное расстройство разной степени выраженности. Второе. В рацион питания школьников необходимо добавить морскую рыбу, которая содержит определенное количество йода, что позволяет использовать как ее профилактическое средство. На основании данных выводов можно сделать рекомендации для потребителей. Можно использовать йодированную соль, которую необходимо хранить в плотно закрытых емкостях. Желательно употреблять в пищу морепродукты. Необходимо помнить, что эти меры не решают должным образом проблемы дефицита йода. Поэтому нужно применить профилактические препараты после соответствующей консультации у эндокринолога. Спасибо за внимание.